В Башкортостане начали подготовку к капитальному ремонту участка трассы Р-240. Проект около 2 лет активно продвигался руководством республики в федеральных органах власти. Теперь положительное решение принято. Соответствующее соглашение подписал Ради Хабиров на встрече с руководителем Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Романом Новиковым. Участок со 112 по 135 километр расширит до 4 полос. Таким образом, в том числе удастся снизить аварийность. Подробности далее. Эти кадры были сделаны в январе. Авария на трассе Р-240 Уфа-Оренбург. 113-й километр дороги. 3 автомобиля, 7 пострадавших. Удача, что обошлось без жертв. Участок Стерлитамакского КПМ давно считается аварийным. 2 полосы и высокая интенсивность. В сутки проходит более 17,5 тысяч автомобилей. При том, что нормативная пропускная способность 14 тысяч. Но скоро участок протяженностью 23 километра расширят. Старт дан. Самое главное, я считаю, что обезопасить наших граждан, участников дорожного движения с разделительными потоками, да, то есть это у нас сейчас основная проблема. 70% аварийности, смертности – это встречное лобовое столкновение. Поэтому здесь будет предусмотрена разделительная полоса. Значит, также, в общем-то, один из основных моментов реализации этого объекта – это развитие Стерлитамакской зоны, социально-экономическое развитие. Действительно, здесь это даст еще такой стимул. Это масштабный проект стоимостью более 4 миллиардов рублей. О необходимости ремонта говорили давно. Около 2 лет региональным руководством проект продвигался в федеральных органах власти. Эти 2 года мы не сидели и не ждали финансирования. Мы решали все юридические вопросы, потому что отведение земли, подготовка юридических документов, вот все это вместе слаженно мы с агентством сделали. И вот сегодня мы, собственно, здесь и собрались для того, чтобы объявить, что эту дорогу мы начинаем делать. И с сегодняшнего дня мы не спеша будем, значит, разворачиваться, эту дорогу начнем делать. Конец 2026 года, значит, 4 полосы, 24 километра мы с Стерлитамака обходим. Это вот одна из самых сложных трасс. Капитальный ремонт участка в обход Стерлитамака протяженностью 23 километра станет очередным крупнейшим дорожным проектом в республике за последние 5 лет. Здесь-то до Уфы сразу, да, то есть спокойно, быстро до Уфы доезжаем. А вот как раз-таки вот эта часть узковата. На обгон очень тяжело ходить. Мне кажется, и аварий меньше будет, потому что люди часто выходят на обгон. Дорога очень узкая. Конечно, это поможет. Если расширять будет, отлично будет. Поток много, расширять дорога, если 2-полосная, 4-полосная, это очень классно будет. Расширение участка позволит устранить транспортную перегрузку на этом направлении. Увеличится пропускная способность дороги. Повысится оперативность доставки и снизятся расходы по перевозке грузов. Улучшится транспортное сообщение между регионами. Дорога протяженностью даже в несколько километров, проложенная там, где в ней остро нуждается местное население, подчас способна заметно улучшить качество жизни людей, дает толчок развитию района, республики, региона, сравнимый с многомиллиардными инвестициями. Это же важно не только для Стерлитамака или Стерлитамакского района, это важно и для тех людей, которые перемещаются по этой дороге дальше, в том числе с точки зрения туризма внутри республики, автомобильного туризма. Автодорожная сеть в Башкортостане одна из самых протяженных и разветвленных в стране. Более 50,5 тысяч километров. И ее развитие продолжается. У нас есть новые задачи. Нам надо М7 доразвить на подходах к Уфе от М12. Нам надо перемычку завершить на состыковке Уфы с М5. Это с южной стороны. Поэтому эти все работы будем делать. Подобные крупные дорожные проекты – это и вливание в экономику региона, и новые возможности для развития. Движение по 4 полосам участка трассы Р-240 должно быть запущено в 2026 году. Подрядная организация уже приступила к расчистке обочины вдоль трассы. Анастасия Ильчебаева, Равиль Архимзянов. Итоги недели.